Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый, может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока, герои сегодняшней игры, наши коллеги, ведущие телеканала «Татарстан. Новый век» Камил Гареев и Альбина Полищук. Добрый вечер. Добрый вечер. Честно говоря, мой уровень знаний, я бы охарактеризовала как такой, на кухонно-бытовом уровне. Разговорные речи хорошо понимаю и говорю. Насколько сильный соперник Камил, не знаю. Очень надеюсь выиграть, но если даже вдруг не получится, то проиграть Камилу мне будет приятно. От игры ожидаю узнать свой реальный уровень татарского языка. Тренироваться мне приходится достаточно редко, потому как в моей семье никто сейчас по-татарски уже не разговаривает. Рассчитываю, конечно же, на победу, но Альбина очень сильный противник. Думаю, будет интересно. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, правила первого тура очень простые. Традиционно перед вами появятся две темы. Надо будет выбрать одну из них. После этого я задам вам 10 вопросов, в которых надо будет 10 слов перевести с русского языка на татарский. Чтобы было проще, я предложу вам 3 варианта ответа. Ответьте правильно, получите 2 балла. Ответьте неправильно и подарите шанс заработать дополнительный балл вашему сопернику. Все понятно? Мне да. Понятно. Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи». Let's go! Камил, Альбина, 2 темы: здоровье, география. Кто выбирает? Я уступлю Альбине. Я с удовольствием приму это право. Здоровье. Здоровье. Ну что ж, здоровье. Так играем в здоровье, точнее, играем в тему здоровья. Со здоровьем играть мы не советуем. С Альбиной. Альбина, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «здоровье»? Кешелек, саламатлик, тормош. Отвечаю? Саламатлик. Абсолютно уверен на 100%. Прям на миллиард процентов. На миллион, миллиард. Отлично. Итак, принято. И это правильный ответ. Действительно, кошелек – это человечество, тормош – это жизнь, а саламатлик – это здоровье. Камил, играем с вами. Отлично. Как по-татарски можно сказать болезнь? Душман, щир, тир. В принципе, первое очень хорошо подходит, потому что, какой же это, в общем-то, а так щир. А так щир. Может, тир? Не знаю, что точно означает это слово, но мне почему-то кажется, что это что-то вроде пота, вроде бы, да? Правильно. Значит, щир. Итак, это правильный ответ. Действительно, щир – это болезнь, тир – это пот, а вот душман – это враг. Альбина, играем с вами. Альбина, скажите, пожалуйста, а как вы пришли в телевидение? У меня вопрос такой. Вообще в эту стезию, в этот мир. Совершенно случайно пришла. Без приглашения, надо сказать. Я не думал, что приглашают, но ладно. Нет, кого-то приглашают. Кто-то действительно где-то в другой сфере, может быть, очень хорошо себя покажет, в какой-то смежной сфере. И приглашают за, так сказать, предыдущие великие заслуги. В моем случае было все не так. Совершенно абсолютно новичком пришла на телевидение, сама попросилась. А здесь, в Казани? Здесь, в Казани, это уже был второй этап. Первый этап был в моем родном городе, в Лениногорске. Там тоже есть свое местное телевидение. И совершенно иные условия труда, естественно, потому что там нет таких вот прямых эфиров, как у нас здесь. Темп, ритм, все совсем, конечно, по-другому, но, тем не менее, это был опыт. И вот с тем опытом я пришла сюда, и здесь мне сказали, да, какой-то такой серьезный кредит доверия, что ли, выдали, и я постаралась его оправдать. Итак, играем с вами. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «лечение»? Давалау, органлык, давам. Первый вариант выбираю, давалау. Знакомое слово, уже встречались? Да. Дети болели, и процесс лечения происходил Да, на именно... практике, так сказать, встречалась очень даже близко, тесно. Итак, принято. И это правильный ответ. Да, действительно, давалау – это лечение, органлык – это усталость, а давам – это продолжение. Камиль, играем с вами? Играем. Камил, скажите, пожалуйста, а вы как пришли на телевидение? В институте еще, точнее, телевидение пришло ко мне в Нижнекамске. Редактор новостей вдруг решила, что необходимо найти новых людей для эфира. Такой момент сложился, что
в редакции остались практически одни девушки. Ну, Ну, бывает иногда такое, да. часто такое бывает. я А вам потом более они того все в скажу. декрет ушли, правда, и как бы все посвободнее стало. Но я пришел, долго очень не хотели меня брать на работу официально. Работал, так сказать, на энтузиазме чистом. Мне настолько это понравилось, что понял, что надо этим заниматься. Всерьез и надолго. Хотя сомневался и на самом деле бросал телевидение на несколько лет, но потом все равно вернулся. Итак, мой вопрос номер 4, адресован именно вам. Скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово «лекарство»? Дара, дан, дару. Как интересно. Ну, второй вариант мы сразу убираем, потому что дан это вообще, по-моему, что-то японское, связанное с карате. Первое и Такая последнее. логика тоже имеет право на существование. Ну, а чего нет-то, собственно. Поясы, по-моему, там какой-то дан, какого-то пояса. Дара и дару. Дары. Слишком русское слово, обозначающее не лекарство совершенно, поэтому пусть будет дару. Такая логика тоже имеет право на существование. Принято. И это правильный ответ. Тоже правильно. Дара – это порох, дан – это слава, а дару – это лекарство. Итак, пятый вопрос, Альбина, адресован вам. Как по-татарски будет слово «больница»? Шифахане, дарухане, хастахане. Вот я впервые засомневалась. Я абсолютно уверена, что Дарухана – это аптека. Насчет шифа и хоста... Ну, лениногорское слово «шифа» вообще очень знакомо. Да, я же не должна ничего говорить ненужного, да? Ведь это же будет реклама, если я скажу, что Я это могу значит. сказать. Хорошо, значит, хастахана. Почему хастахане? Потому что. Потому что я так хочу. Это единственный довод любой женщины, с которым действительно никак не поспоришь. Звучит он «потому что». Итак, вы считаете, что хастахана – это больница? Я не на 100% уверена, но думаю, что да. Принято. И это правильный ответ. Хастахана – это больница, дарухана – это аптека, а шифахана – это санаторий. Санаторий, здравница, да. Угу. Такой вариант. Камил, как на татарский язык переводится слово «скорая помощь»? Тиз ярдамше, ашыгыш ярдам, кирәкмәгән ярдам. Вот последний вариант, он, конечно, интригует. Не соглашусь с ним. Нет, точно не последняя. Ашыгыш ярдам. Ашыгыш, если не ошибаюсь, то это не скорая, а такая торопящаяся помощь. Что, в принципе, тоже имеет право на существование. И, собственно, тиз ярдамще, я думаю, наиболее верный ответ. Тиз ярдамше. Ну, а почему нет? Ашыгыш не звучит, а тиз быстро, там, нормально. Нормально. Принято. Это неправильный ответ. Да. Альбина, есть возможность заработать дополнительный балл. Надо просто решить, как же по-татарски будет скорая помощь. Ашыгыш ярдам или кирәкмәгән ярдам? Я, видимо, сейчас в этот момент должна обрадоваться, Камил. Хотя мы с тобой до этого говорили, что у нас так не принято радоваться чужим промахам. Но так уж получилось, что, наверное, ашыгыш ярдам выберу этот ответ, потому что абсолютно уверен, что третий это не то. Мы над этим уже посмеялись. Ашыгыш ярдам. Торопливая такая помощь. Принято. И это правильный ответ. Ашыгыш ярдам – это скорая помощь, кирәкмәгән ярдам – это ненужная помощь, а тиз ярдамше – это быстрый помощник. Итак, нас ждет 7-й вопрос, и он ваш, Альбина. Как на татарский язык переводится слово «упражнение»? Кунегу, кун, шугалау. Уверена, что кюнегу. Почему? Знаю. Просто знаю и все. Ну, сложно спорить с преподавателем, потому что это правильный ответ. Действительно, кунегу – это упражнение в значении физических нагрузок или же даже в значении, например, В учебнике. учебники, Кюнегу. да, выполняет домашнее задание. Номер. Мгм. Кун – это кожа, а щугаляу – это приседание. Камил, переведите на татарский язык слово «закаливание». Щанагу, шабу, щигу. Щанагу, шабу, щигу.
Ну, что тут скажешь, какой-то заговор слов против меня, похоже. Ну, давайте думать методом логическим. Давайте методом Щабу. научного тыка. Да, тот самый, да, когда пальцем в небо, щабу. Щабарга — это что-то там с бегом, по-моему, связано, или ну, в общем, бег. Актуально, думаю, особенно если зимой, и ты бежишь с закаливанием. Но пока убираем. Щигу и щенагу. Щенагу звучит так, как будто говорится о том, что что-то кого-то усиливает. Щигу вообще, по-моему, выход просто какой-то. Исходя из этого, в общем, я больше склоняюсь к первому, наиболее длинному ответу, как в тестах в школе. Принято. И это правильный ответ. В действительности, щенагу – это закаливание. Щигу – это вышивка, вышивание. Щигу – это выход. А щабу – это бегать. Итак, 9-й вопрос, последний вопрос первого тура, адресованный вам, Альбина. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «травма»? Жарахат, тахарат, сызлау. Честно говоря, из этих 3 слов мне знакомо, вот 100% знакомо, только последнее, созлау. Ну, боль, болит какое-то место, созлы. Первые 2 не особо знакомы, но вы знаете, вот мы же с нашими коллегами из татарской редакции работаем, так сказать, в плотной связке, и так случается, что на одну и ту же съемку, допустим, мы ездим вместе с нашими татарскими коллегами. И очень часто бывает так, что ты пишешь текст об этом событии на русском языке, твой коллега, соответственно, на татарском. И какие-то слова ты слышишь, естественно, ты понимаешь, о чем речь, остается как-то в памяти. Вот у меня такое сейчас ощущение, что когда речь идет, скажем, о том, когда люди подскальзываются, падают, все наши здравпункты переполнены подскользнувшимися. Я припоминаю, что я очень часто в их текстах наших коллег слышу слово «жерахат». Если я ошибаюсь, вы меня сейчас поправите, мне будет обидно, конечно. Я думаю, что это травма. Когда они говорят о людях, ну вот, получивших увечья, что ли. Мой будет ответ первый. Скажите, пожалуйста, а где вы еще помимо работы используете татарский язык? Дома, в семье, в общении со взрослым поколением моих родственников, то есть вот мамы, с детьми папы, на татарском дома бабушки. разговариваете? С детьми нет, с детьми больше на русском, а вот маленькая дочка, моя 2-летняя, она говорит в основном по-татарски. Я сейчас столкнулась с такой дилеммой, что нам надо готовиться, так сказать, к выходу в люди, в садик, а там, я думаю, будет компания разная, в том числе и русскоговорящая. И она, например, пока вот не готова общаться на русском языке. А мой уровень знаний как раз, наверное, где-то вот в районе 2, 3, 4-летнего ребенка. Дальше уже мне придется ее догонять. Вот так пригождается язык в жизни. Итак, вы считаете, Наверное, что да. правильный ответ от первой? Да, думаю, что первый. Жерахат. Принято. И это правильный ответ. Действительно, жарахат – это травма. Тахарат – это омовение, которое берут обычно мусульмане перед совершением молитвы намаза. А сызлау – это ноющая боль, вот прям такая, которая прям не дает спать спокойно. Камил, играем с вами. 10-й вопрос – это последний вопрос первого тура вообще. Переведите на татарский язык слово «сознание». Басам, желек, он. Басам, желек, он. В голову сразу приходит фраза, произнесенная однажды моей учительницей татарского языка, Милишей Васильевной. «Аңладың-ма?» Собственно, в переводе это означает «понял ли ты, что я тебе сказала?» Собственно, из этого, наверное, сознание, оно ближе вот к этому слову «ан». Принято. Аңладыңыз-ма? Это правильный ответ. Ан – это сознание, желек – это костный мозг, а басым – это давление. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, Камил, Альбина, на этом первый тур подошел к концу. По итогам первого тура впереди вы, Альбина. Альбина, вы набрали 11 баллов. Камил, вы набрали 8 баллов. Так что советую во втором туре поднажать и догнать, и по возможности перегнать. А вам, Альбина, не сдаваться, продолжать в том же духе. Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи». Не переключайтесь. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале.
Добрый вечер, меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют наши коллеги Камил Гореев и Альбина Полищук. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Напоминаю, что по итогам первого тура впереди Альбина. Альбин, у вас 11 баллов. Камил, у вас 8 баллов. Правила второго тура очень просты. Традиционно перед вами появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогу первого тура. И это вы, Альбина. После этого я предложу вам перевести 10 слов с татарского языка на русский. И у вас также будет 3 варианта ответа, чтобы было проще. Ответьте правильно, получите 4 балла. Ответьте неправильно и дадите возможность заработать 3 дополнительных балла вашему сопернику на вашем вопросе. Все понятно? Понятно. Играем. Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи», второй тур. Let's go. Камил, Альбина, две темы. История и экономика. Альбина, вы выбираете, во что играем? Давайте сыграем в историю. Давайте сыграем в историю, точнее в тему история. Тема история, играем с Альбиной Полищук. Альбина, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «тарих»? История, урок, культура. История, так и переводится. И это правильный ответ. Да, действительно, история – это тарих, урок – это дарес, а культура – это меданиет. Камил, играем с вами. Камил, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «хазине»? Наследие, сокровище, находка. Прям как специально в моем мозгу копаетесь, чтобы слова найти, которые я не знаю. Вы в Казанском Кремле давно были? Я там бываю, по-моему, чаще, чем работники этого Казанского Кремля. В галерее Регулярно. Хазиня были когда-нибудь? Да, был, интересно. Но у меня 2 варианта в данном случае получается. Или наследие, или сокровище. Потому что и то, и это, в общем-то, подходит. Почему больше склоняетесь? К наследию, так как это больше подходит для, собственно, галереи, если мы говорим о галерее, ну там все что угодно может быть. Ну, наследие, Если честно, да. я бы государственную программу назвал «Наследие». Ну, у нас как только государственные программы не называются. Кстати, у нас есть государственная программа, которая так и называется «Наследие». Наследие? Да. Ну, хазина. Вот не слышал по Ну татарски. нет, так, окей, хорошо. Не слышал. То есть вот оно что. Спасибо, да, здорово, отлично. Тогда сокровище. Вот такое вот у нас взаимопонимание с нашими коллегами из редакции новостей. И это правильный ответ. Действительно, хазина – это сокровище. А программа называется «Мирас наследие». Государственная программа по охране памятников архитектуры и культуры федерального республиканского значения. Находка – это тобалдык, наследие – это мирас, а сокровище – это хазина. Альбина, подскажите мне, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «кургазмя»? Экспонат, выставка, музей. Выставка. Принято. Правильно. Действительно, экспонат по-татарски так и будет экспонат. Музей по-татарски будет музей. А вот кургазмя – это выставка, которая проходит в музей. Итак, Камил. Как с татарского языка на русский переводится слово «боронго»? Старый, древний, современный. Ну, последнее точно убираем. Опять-таки в мозгу моем всплывает моя любимая бабуля, которой, к сожалению, сейчас нет уже со мной. И в детстве она мне читала татарские сказки. И начинались они всегда с одной и той же фразы. Боронга, боронга, заманда. Соответственно, это очень-очень давно. А вот старый или древний – вопрос отдельный. Но если сказки, то, наверное, все-таки древние были. И, в общем-то, боронга переводится как древний. Ну, видимо, бабушка действительно оставила очень много полезной информации для нашего коллеги. И это правильный ответ. Действительно, боронго – это древний. Старый – это кварт, а вот современный – это зоманча. Или старый еще говорят иске, если в значении каких-то вещей. Итак, Альбина, как с татарского языка на русский переводится слово «гаскер»? Войско, мир, в смысле соглашение, война, в смысле война. Вот пришло время рассуждать. Методом от противного. Война. Что, по-вашему, самое противное здесь? Самое противное здесь война, разумеется. ЗОЖ. Мир – это приятное явление, понятие. Как татарский мир, кстати говоря? Забыла. Гаскер?
Гаскар — это все-таки войско. Гаскар — это все-таки войско. И это правильный ответ. Мир в значении соглашения будет солох, а война будет сугаш, а гаскар — это действительно войско. Камил, соберитесь. Ильсур, я собран. Как с татарского языка на русский переводится слово «инкилаб»? Кто ж Переворот, революция, конституция. Ну, я так просто для интереса спрашиваю. Вы когда-нибудь были в Тегеране? Нет. Ну, просто я был вот так. И там постоянно, да? Так, Тегеран, отлично, идем туда. Значит, там у нас что произошло в 70-е годы? Исламская революция. Соответственно, революция. Принято. Я никогда не думал, что вопрос о том, были ли вы когда-нибудь в Тегеране, может логикой привести к варианту ответа. Как минимум, к правильному варианту ответа. Переворот – это тунтереш, конституция – это конституция, а Вот третье слово революция – надо было это вставить. инкилаб. Третье. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, 7-й вопрос. Играем с вами Альбина. Альбина, как с татарского языка на русский переводится слово «хажун»? Хажун. Атака, восстание, голодовка. Вот пришло время волноваться. Потому На что самом деле всё никаких просто. знаний для меня очень сложно. Вот, например, Я предлагаю медитировать. Да? Я могу, если тот же самый способ получения ответа, который метод от противного, если его уже опять сюда привлечь, то просто, исходя из логики, я бы слово «голодовка» отмела как такое пограничное между предыдущей нашей темой медицинской и исторической. Я считаю, что к истории особого отношения не имеет. Но даже если выбирать между атакой и восстанием, мне совершенно не легче. Потому что я, например, в слове «хожу», никакого даже вот, корня знакомого не вижу. Только если так вот ромашка любит, не любит. Атака, восстание, атака, восстание. Ну, пусть будет атака. Некая женская интуиция, да? Подсказывает вам, что атака – правильный ответ. Ну, вы же не подсказываете. Камила же вы подсказываете, а мне нет. Принято. Пусть я буду вашей женской интуицией. Это правильный ответ. Действительно, хажум – это атака, восстание – это кутерелеш, а голодовка – это ошлок. Итак, перед нами 8-й вопрос, и играем с вами Камил. Камил, скажите, пожалуйста, как переводится слово «фирка» на русский язык? Политическое течение, партия, свидетельство. Очень актуально в данный момент оно. Ну, политическое течение убираем сразу. Тут недавно ездил в Центр избирком с коллегой, с своим Айзатом. Он, собственно, пишет очень красивые политические тексты, и это слово там присутствовало. Но одновременно там и партии были, и свидетельства были. Что же это может быть? Ну, пусть будет партия. Свидетельство в жизни нашей встречается чаще. Пусть будет партия. Партия, второй ответ. Это правильный ответ. Действительно, фирка – это партия, политическое течение – это саяси агам, свидетельство – это шахадат наме. Итак, 9-й вопрос. Играем с вами Альбина. Альбина, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «дора»? Взрыв, порох, сера. Это вопрос из категории «на внимательность». Помните ли вы, что было в первом туре? А вот не помню. Да. Потому что так, видимо, радовался своей победе тогда в первом туре, что мне было уже не важно, как переводятся остальные слова. Просто дело в том, что это слово досталось Камилу, насколько я помню. И там была очень интересная логика. Так. Тогда взрыв. Принято. Это неправильный ответ. Камила. Отстаете на 3 балла, есть возможность наверстать. Как с татарского языка на русский переводится слово «дора»? Не взрыв точно. Либо порох, либо сера. Ну, в прошлый раз мне это слово действительно навело на другое, русское, более знакомое слово, и я запомнил его поэтому. Порох. Это правильный ответ. Дора – это порох, взрыв – это шортлау, а кукырт – это сера. 10-й вопрос. Играем с вами Камил.
Как с татарского языка на русский переводится слово ханжер? Ружье, сосуд, кинжал. Ну, точно не ружье. Ружье, потому что молоток. Ну, пистолет, ружье, молоток. Кинжал, ханжар. Кинжал – оружие, которое появилось на Востоке. Такой изогнутый клинок, достаточно уникальный для этого же времени. И, в общем-то, у нас европейцы не любят придумывать новые слова уже существующим предметам. И, судя по названию, ханжар, кинжал и есть те самые слова с переводом друг друга. Это правильный ответ. Действительно, кинжал – это ханжар, ружье – это молоток, сосуд – это сауат. Уважаемые телезрители, уважаемые коллеги, уважаемые участники нашей сегодняшней телеигры «Переведи». По итогам второго тура, Камил, вам удалось переломить ход игры, и вы набрали 23 балла. Альбина, вы набрали 16 баллов. По итогам первых двух туров впереди Камил, у него 31 балл. У Альбины 27 баллов. Вы смотрите телевизионную игру «Переведи». Оставайтесь на нашем канале. Камил, Альбина, согласно правилам финального раунда, перед вами появятся традиционно две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по сумме первых двух туров. И это вы, Камил. После этого я предложу вам перевести 10 слов с русского языка на татарский. Только в отличие от первых двух туров, вариантов ответа у вас не будет. Ответите правильно, получите 4 балла. Ответите неправильно и дадите возможность заработать 5 дополнительных баллов вашему сопернику. Все понятно? Да. Ну что ж, мы начинаем. Это финальный раунд телеигры «Переведи». Камил, Альбина, две темы. Город, политика. Камил, выбирайте. А я могу передать право Альбине на выбор? Думаю, нет, потому что, согласно правилам нашей программы, выбирает тот, у кого больше баллов по сумме первых двух туров. И это вы, Камил. Ну что ж, будем играть по вашим правилам. В таком случае выбираю город. Вы выбираете город. Город это ближе. Город ближе вам все-таки. Ну да, в политике. Сразу видно, парень городской выбирает город. Играем в город с Камилом Гареевым. Итак, Камиль, как на татарский язык переводится слово «Казань»? Казан. Это правильный ответ. Альбина, переведите на татарский язык слово «бугульма». Бюгельме. Не наклоняйся, не прогибайся, что ли. Правильный ответ. Камил, переведите на татарский язык слово «остановка». Килясе тукталыш. Ну вот пригодилось, что езжу на автобусе. Так в итоге как? Тукталыш? Мало ли, вдруг киляс. Нет, тукталыш. Это правильный ответ. Альбина, переведите на татарский язык слово «аптека». Дарухане. Дарухане. Это правильный ответ. Я раз слышал варианте аптеке. Аптека. Да, причем от татар. Ну еще бабушки очень часто говорят «аптека, бараптека, эйвернал Эй, шулай. Много таких вариантов. Итак, Камил, переведите на татарский язык слово «поворот». Знаю, как разворот Буралабов. Вот поворот ли это? Вот честно, затрудняюсь ответить. Единственное, что это развернуться. Бураларга. И вот больше ничего в голове нет. И я не могу принять этот вариант ответа. Альбина, 5 баллов очень нужны. Ой, я понимаю, что очень нужны, но у меня тоже знания, так скажем, не уверенные в этой сфере. Вот я за основу корень, который предложил Камил, взяла бы, но сказала бы «бурлу». Принято. Других вариантов нет. Это правильный ответ. Вообще, на самом деле, очень популярно слово «буролош» или «бурулу» тоже используется, потому что поворот – это существительное, а «бурулурга» – это глагол. Что делать? Бурулурга – поворачивать, разворачивать. Вот так же я завалился в 5 классе на экзамене татарского языка, на самом деле. Нет. Там меня спросили, как будет библиотекарша. Библиотеку-то я вспомнил, китабхане. А вот, собственно, «ще» прибавить в конце, никак не получалось. Китабхане. Ладно, играем с вами Альбина. Альбина, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «организация»? Ой-ой-ой-ой. Так, здесь надо перестать волноваться. И начать вспоминать. У меня нет вариантов. Камил, 5 баллов. Дело в том, что ОАО, открытое акционерное общество, в переводе на татарский язык переводится как «ащык акционерлык жемгаяты». Все,
соответственно, организация, джамгият. Принято. И это неправильный ответ. Дело в том, что, вы правильно сказали, открытое акционерное общество. Общество, точно. Джамгият – это общество. А вот организация по-татарски будет уюшма. Запомним? Запомню. Запомним. Итак, Пригодится. Камил, играем с вами. Как по-татарски будет Зеленодольск? Яшель. Как долина будет все-таки, может, знаешь? А можно подсказывать? Нет. Я Камил ничего не А в смысле, ты знаешь, что ли, правильно? Я знаю. Да, потому что Представляешь? если вы не ответите, она заработает 5 дополнительных баллов на этом вопросе. Представляешь? Да, представляю. Ну, кем тебе работать приходится? в таком случае я уступаю право ответить на этот вопрос Альбине, так как мне вот уже любопытно стало. Как же все-таки Зеленодольск называется? Как будет по-татарски? Зеленодольск, Альбина? Отвечу. Яшель Үзен. Это правильный ответ. Вы набрали 5 дополнительных баллов. Действительно, Зеленодольск по-татарски будет Яшель Узян. То есть Узян это долина. Да. Дол в данной ситуации. Альбина, играем с вами. Ваш законный вопрос. Как по-татарски будет Козья Слобода? Кеже Бистесе. Это правильный ответ. Камил, как по-татарски будет торговый центр? Сяудя Узяги, по-моему. Это правильный ответ. И это последний вопрос финального тура. Он достается вам. Альбина, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет памятник? Ну, пусть будет Хейкель. Хейкель, конечно, правильно. Принято. Это правильный ответ. На этом финальные туры целиком наша сегодняшняя программа подошли к концу. Напоминаю, что сегодня с нами играли наши коллеги из редакции новостей Камил Гореев и Альбина Полищук. Результаты сегодняшней игры очень интересны. Камил, вы набрали 43 балла. Альбина, вы набрали 53 балла. Я вас поздравляю, вы стали победителем сегодняшней программы. От компании «Татарстан Новый век» и телепроекта «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Вообще, на самом деле, ожидал немножечко большего от себя же, а игра очень понравилась. Особенно в конце возникает какой-то азарт, желание победить, обязательно ответить правильно на вопрос, но не всегда знаний оказывается достаточно. Что выиграла? Очень приятно. Но вообще с Камилом у меня очень прекрасные отношения. Я думаю, будем с ним дальше дружить. И оба на перегонки тренироваться и совершенствовать свой язык. А будущим участникам проекта хочу пожелать ни на секундочку не расслабляться, использовать любую возможность совершенствовать свое знание родного языка. Скажем, поехали в деревню к бабушке, говорите там на родном языке, все впитывайте, все запоминаете, потому что даже не представляешь, в какой ситуации ты можешь оказаться, когда тебе эти знания могут пригодиться. И не бойтесь, приходите на проект, пробуйте свои силы.